Буквально больше года назад в небольшом помещении волонтеры стали отшивать носилки, балаклавы и теплые вещи для бойцов специальной военной операции. Простые мирнинцы вставали за закроечные столы и садились за машинки в свободное от основной работы время. Среди неравнодушных жителей алмазной столицы волонтером стала и 78-летняя жительница города Мирный Нина Васильевна Ермолаева. Я сама из Алекминска. Большое наводнение было. И в это время сертификат дали, сказали, хоть на какой город езжай, получай квартиру. И я приехала, у меня здесь дети живут, работают, 3 детей здесь. И я приехала здесь. И на этот сертификат я взяла деревянный дом, 2-комнатную. И в этом доме жила несколько лет. И потом дом аварийный, и мне предлагали новую квартиру. И вот эта 2-комнатная, я уже 3 года тому назад получила я эту квартиру. До пенсии Нина Васильевна сперва работала на шахте. Казалось бы, это трудная работа для хрупкой женщины. Несмотря на то, что она справлялась с этой работой в суровых якутских условиях, Нина Васильевна решила поменять свою профессию. На шахте компрессорша, и там работала 2 года. И мне учеба на железке, эти как на тракторе, на машине лучше получалось. Я потом попросила, чтобы меня отправили на курсы трактористов. 1 год я училась с курса трактористов, работала 1,5 года, и мне очень тяжело было в Якутии суровой зимы работать трактористом, поэтому я ушла с работы и пошла учиться техник-ассимилятором. И работала на ферме. В алмазную столицу наша героиня перебралась не так давно, но компактный, уютный город Мирный – один из самых красивых городов севера, хранящий в памяти неповторимую историю своего становления и своих современников, тружеников алмазодобывающей промышленности, полюбился ей сразу. Мирный очень хороший, самый чистый город. Все цветет, нигде не увидишь мусора. Прямо тут же убирают, все тут же чистят. Очень культурная. Празднику на улицу выйдешь, и проходят дети, прямо поздравляют, радуются. Если в магазин заходишь, пожилым все, дверь открывают. В магазин зайдешь, покупаешь, все предлагают. Самый хороший город, очень любимый. Вы не жалеете, что переехали? Нет, я совсем не жалею. Так как вот с квартиру, вот с обеспечением, и все нормально. Все помогают. Несмотря на свой преклонный возраст, Нина Васильевна активистка во всем. Она никогда не остается в стороне и с каждым днем познает для себя что-то новое, обретая тем самым багаж знаний и ценностей. Здесь участвую везде, на зарядку хожу, в неделю 3 раза, по 1,5 часа. Потом швею хожу каждый день, в субботу, выходные я отдыхаю. А остальные дни я утром 9 часов до 6 часов там я шью. И арчи хожу, на концертах участвую. И вышиваю. Между своими этим свертиком учу вышивать или чем-то что-нибудь делать. Я вязать люблю. И поэтому общаемся мы с этими вязаниями, концертами, в концертах участвуем. Сейчас Нина Васильевна ежедневно посещает волонтерский штаб «Золотые руки ангела», где она стала волонтером самообразования. С тех пор ее руками сшиты и связаны несчитанное количество простыней, трусов, носков, подушек, полотенец, сушилок и тому подобных нужных вещей для бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.
Ну как, я прошла, узнала, что люди собираются, ага, люди, и я как-то хотела посмотреть, что делают. Я пошла, они тогда в старом здании были, очень тесно, швейные машины эти, ну, ручные, некоторые плохо работают. Я прямо охапками брала эти материалы, приносила домой. И дома, у меня дом просторный, комнатка одна у меня была. Я сшила руками это все, одежду шила и несла туда. Но потом, когда перешли они в другую квартиру, стали там эти швеей заниматься, я пошла там. И там мне, наоборот, интересное. А здесь сидишь одна шьешь, а там хоть общаешься с людьми. Потом там раскроешься краю или шью, кого-нибудь показываю, от кого-нибудь сама учусь, вот так. Бойцам, чтобы тепло было, чтобы хорошо. В госпитале много шью, в госпитале раненым, чтобы удобно, имя одежды, простыни разные, постельные. Я совсем не... Мне помогать надо, все люди помогают. Но если я маленько там деньгами маленько даю, но я шить много должна, помогать много должна. Поэтому я стараюсь помогать, не оставаться от людей. Но от этого ничего меня не убавляет. Наоборот, мне хорошо же. Просто удобно же кому-то хорошо делать. Люди сильно много ходят там, очень хорошо там встречают, прямо вся. Все радуются, как мы приходим, они прямо радостью встречают. И потом свои разговариваешь, все прямо так, общаешься с людьми. Это очень хорошо людьми. А что одной сидеть-то целый день дома? Поэтому общаюсь. Кроме того, что Нина Васильевна сама пошивает и вяжет, она этому мастерству учит и других. Благодаря ей сейчас многие пчелки из золотых рук ангела научились самостоятельно пошивать разные изделия. Я с детства, у нас большая семья была, и у меня тоже дети много, внуки много, поэтому с одного одежды делаешь второе, кому-то делаешь, и так я детям шить привыкла так. Сама детей сама шила, их одевала. Я сильно вяжу. Сильно, вот как телевизор идет, я кино смотрю, и чтобы у меня рука работала. Сижу и вяжу. Там салфетку вяжу, дома или что-нибудь шью, вышиваю сильно много. Ну, а сейчас уже вышивать-то это стало шитье ходить, у меня времени не хватает. А так я сильно вышивала. Ну, тут, которые совсем не шьют, приходят, а мы имя показываем, они лучше еще нас шьют, молодые. Ага. И вот как стараюсь я потом имя довести. Кто приходит, все в очках. Я говорю, очки я не ношу. Я раньше носила, но очки я уже читала и в телевизоре слушала, сказали, очки не носить, стараться самой без очков надо, чтобы глаза эти были. И вот старалась я, сейчас я без очков шью, без очков вышиваю, читаю. В пожилом возрасте физические упражнения и регулярная активность необходимы для замедления процессов старения, профилактики возрастных заболеваний и укрепления организма. Вот и Нина Васильевна рекомендует своим сверстникам побольше двигаться и быть активными по жизни. Я стараюсь в библиотеку книгу брать, газеты выписываю и читаю. Если ночью проснусь я, 5 часов свет настольный включаю и читаю. Тогда еще сон идет потом. А телевизор работает, я просто не сижу. Я уже вышиваю или шью. Стараться больше двигаться. Я в скандинавской хожу, в физкультуре хожу, в клубе хожу, участвую. Шитье хожу. У меня времени хватает. Поэтому надо шевелиться. Надо умом это читать,
Книгу я, правда, читаю. Мгм. И вот я бы советовала, чтобы не сидели, уже года пошли, не сидеть, а везде участвовать. Ну, летом-то все на природах хожу. Ага, у меня дети 70 лет было, они подарили квадроцикл. Я езжу с квадроциклом в деревне, в магазин иду, везде квадроциклом. А тут не разрешают дети квадроциклом. Поэтому здесь я с скандинавской палкой. Везде, каждый день палкой хожу. Начать заниматься собой никогда не поздно, утверждает наша героиня. На пенсии хватит времени и на спорт, и на внуков, и на то, чтобы помогать другим людям.